meie vaatame siin vene kunstnike tööde väljapanekut Tartus Raadil Eesti Rahva Muuseumis.
И мы видим автор данной работы. Здравствуйте, я Лена Савинина, я приехала из Нарвы. А Нарва, как вы знаете, мультикультурный город издревле. Там живут люди разных национальностей, разных интересов, совершенно разные. Вот я нарисовала эту картину, когда мы ездили с театром Владимира Прокопенко в Рокишкис на фестиваль. Я там танцевала роль Фреи. Фрея – это скандинавская богиня плодородия и рождения. Я так танцевала 40 минут, что очень устала и даже уронила стулья, которые были в зале. И вот в этом состоянии вот нарисована моя это Фрея. Вот это мое состояние усталости. Но мы устаем недолго, потом снова встаем и идем дальше объединять людей, радовать себя и радовать людей вокруг себя. Автор данной работы Шапи Айта. Савинина Елена. Ага. И 2007 года. 2007 год. Спасибо. Свобода, танцы каждый день, без масок. Такой старый бар. Ты хочешь 300-400 лет назад. Ничего не вкладывается. Потребляется. Такая красота когда-то была. Так что вот работать. Моя работа. Попасть в художник, который имеет образование, и вдруг постоянно в позиции. Я был удивлен, когда увидел фестиваль. Я не знаю. В общем, как? Планов много. Такое дело, что надо радовать, это сложно, там здесь пришел, слава Богу. Скоро вечером посмотреть. Мы с ней прошли очень хороший вечер. А теперь, я не знаю, вот сейчас я встретила Беларусь, общество, которое есть, да, и она сказала, куда вы нас пригласите?
хотел. Не такой хотел, как сейчас. Детей сейчас от макушки до пят. Это все упражнения. Когда вы обретете свой голос, тягучий, как у ребенка, когда он начинается на этом свете, когда вы радость и здоровье в вашем теле, в вашем встречаете и человек, открывает все центры. Познакомимся и посмотрим на вашу работу. Я Альберт Беляков, художник из Нарвы. Графика, живопись, акварель, декоративно-прикладное искусство. В общем, чем я только не занимался. Хотелось все охватить, все. Но в основном у меня 4 направления. Акварель, графика черно-белая, масляная живопись и резьба по дереву. А сколько лет вы уже занимаетесь? Начал заниматься с 40 лет. О! 40 лет. И вот теперь уже 44 года. Ой, стаж большой. Но дело в том, что если спрессовать это все дело, то получится не так много, потому что разные там отвлечения были, и надо было за квартиру зарабатывать, надо еще там что-то такое. По 3, по 4, даже по 5 лет я не брал руки здесь. Так что, если так посмотреть, то не так уж много. Хотя по времени 44 года, конечно. Не, Нарва сейчас ваш родной город. Теперь уже, да, я так думаю, что окончательный город мой родной уже, да, тут вот такое вот дело. Ну, постоянно работаю, постоянно стараюсь участвовать в выставках. Ага. Вот. В Москве я 4 выставках участвую. Ой, 4 выставки? Да, 4. Ну, не мои, А персональные. по какой линии эти выставки проводили? Это проводили совместные эстоно-российские выставки МОСТ-1, МОСТ-2, МОСТ-3, и в этом году МОСТ-4 будет. И в каком галерее? Значит, галерея, как это называется, Дом искусства? Нет, не дом искусства. Дом художника? Нет, не дом художника. Дом писателя? Дом зарубежья имени Солженицына. А, ясно. А вторая аэропорт, какой-то аэропорт есть в Москве, аэропорт. Аэропорт есть Внуково, дом от этого. И такой маленький, старый маленький. И там тоже проводили В выставку? этом году будет там выставка. Много. Много успехов вам и здоровья. Большое. Продолжать эту плодотворную работу. Сколько хватит сил и здоровья, и сколько мне Господь Бог отвел еще лет, вот, все это дело, и все это время я посвящу, конечно, творчеству. Вот это дает вам жизненную силу. Дает и Вы выглядите гораздо моложе своих лет. вот так вот. Гораздо моложе. Вам более 70. Не знаю, 84 года. Да. 80. 4 года. Ой, спасибо вам. Спасибо. Вам спасибо, да. И перед нами новый художник у своей работы. Прошу представиться. Откуда? Я Владимир Смирнов.
Я сам из Нарвы. Начал заниматься живописью с 96 года. У меня режиссерское образование, но так сложилось, что вот я поздно к этому пришел. Ну, сейчас это меня радует по-своему. Я ушел от той профессии, которой занимался, и сейчас пытаюсь что-то, так сказать, сделать. Вот ваш рабочий период кончился, и вы сейчас на пенсии, и у вас есть время заниматься любимым делом. Конечно, я на пенсии. Я сожалею, что поздно начал заниматься. Мне 84 года всего, но я думаю, что что-то я еще натворил. Вот это действительно резко отличается от всех работ. Тут свет играет. Дело в том, что я, ну как-то классические такие манеры живописи принимаю. Вырос я на художниках старого времени, листал старые журналы, и вот это у меня все осталось. Я с трудом воспринимаю современную живопись. А вообще то, что мне нравится, то и пытаюсь изобразить. Это Я не пытаюсь оригинальничать. любимый сезон года зима, что ли? Это, да, уже снег только что выпал, это как раз было я в это время вечером, и мне это приглянулось по настроению такое. Я люблю такие временные вот, Моменты? Да, моменты, да. Ну, пытаюсь вот изобразить то, что я вижу, то, что меня радует. Я не пытаюсь искажать как-то. А то, что вот есть, все, что я вижу, пусть это и запечатлеется и на картине моей памяти. А в вашей семье кто-нибудь интересуется еще? Вот здесь, на этой выставке, картина моей дочки Ирины Сопиной. Там, вот, Пойдем посмотрим. Большая, да. Но сегодня нет работы моей внучки Маши Сидоренко. Она окончила академию таллинскую по керамике и графический дизайн. И она, по-моему, лидирует у нас по творчеству. Вот семейная миссия. Да. Внук тоже пытается что-то делать. Например, Да, ну, это как бацилла какая-то творческая, она распространяется на всю через семью. поколение в поколение. Наверное, да. Ну, спасибо, много успехов вам. Ну и вам всего доброго. Спасибо. Художник Вера Ланцова, объединение Вестервали, Нарва. И вот моя работа «Музыка». И о чем там вы расскажете зрителю? О музыке, которая звучит везде. Ты можешь идти во дворе и слышать музыку из окна, и вдруг почувствовать эту музыку. И уже смотришь вокруг и видишь, что музыка разливается по всему двору. Ого, так, а вы занимаетесь музыкой или просто любитель музыки? Любитель музыки в первую очередь, но когда-то умела и на флейте играть. Это в молодости Да. было. А в семье кто чем занимается? Но теперь я пенсионер. Ясно, я тоже. Да. Муж у меня юрист. Я тоже. Ну вот так приятно совпадает. И вы один занимаетесь живописью, да? Да, живописью, да. Но не только живописью, я, может, даже графику предпочитаю, но живопись тоже. Ну, спасибо вам, спасибо. Вы где-нибудь на других выставках показывали свои работы? Да, конечно. Нашему объединению Вестервали Нарвскому уже 25 лет. И выставок было очень много. 25 лет? Да. Это уже длинный срок. Да, это длинная история. И очень интересно. Да, потому что все время приходят молодые художники, и ты снова проживаешь вот эту жизнь на выставках вместе с ними. Сколько вам там членов в этой организации приблизительно? Чуть больше 30. О, и молодые? И молодые тоже. Особенно интересно, когда твои бывшие ученики начинают выставляться, свои произведения делать. Особенно это приятно на выставках. Да, это сразу заметно. Ну, спасибо, много успехов вам. А Анатолий Романов, это сюжет был взят в Таллине, которым поставлена церковь. Вот как раз когда зазвенели колокола, это было перед Рождеством, то и отсюда возникла вот такая идея написать. В Таллине Да, это да. сделано, да? Да.
Нет, она была в Таллине, вот этот сюжет взят, а написан в Нарве. Ясно. А там вы являетесь там членом какой-то Член компании художников? объединения русских художников в Вестервале. Ага. И сколько там членов этой организации? 48. Ну, хорошо. Ну, И там какого возраста они? А там разные. Есть чуть не с 39-го года. С 39-го, да? А в вашей семье кто-нибудь интересуется? Ну, жена у меня тоже так же когда-то была в Вестервале. Ага. И работы некоторые сохранились? Сохранились, да. Которые тоже в музее есть. Ну, спасибо, много успехов вам. Да, спасибо вам. Здравствуйте, это моя работа. Я ее нарисовала в честь того, что у нас наступил год быка, который сейчас еще идет. И своей картиной хотела показать, что пусть наша жизнь в этом году будет как сказка. Всегда будет лето, хорошее настроение и музыка. Нишка, это 2021 года, в этом году рисовал? Да. Ясно. Сколько лет вы занимаетесь уже? Я рисую с детства, училась и в художественной школе, и в художественном училище в России. Вот. Рисую, всегда рисую. Любите рисовать? Да, конечно, это моя жизнь. Не, это ваша жизнь. А в семье есть кто занимается? А у меня мой сын ходит в художественную школу. Ага. Да, тоже много творческих людей вокруг меня. И вы являетесь членом какой-то организации? Да, организация нарвских художников Вестервальде и также объединение русских художников в Эстонии. Значит, у вас регулярно проводят там работу, а вы встречаетесь раз в неделю или как? Или в месяце? По-разному. С пандемией, конечно же, выставок было меньше. А сейчас, когда уже все стало лучше, я думаю, что их будет больше. Вот так регулярно, несколько раз в год мы делаем выставки. А сейчас у меня моя персональная выставка проходит в поселке Пука, недалеко от Тарту. Так что можете посмотреть. В Доме культуры. Пука, Дом культуры. Да. Пойдем и посмотрим. Да. А сколько работ там выставлено? 25 или 26. Ой, ну тогда придется мне идти посмотреть на эту выставку. Нет, меньше. Не помню, у меня несколько работ в разных выставок, я уже запуталась. Ага. В общем, приезжайте и посмотрите. В этом году выставили эти, и до какого срока они будут там? До 4 декабря. Ну, ясно. Спасибо, много успехов вам. Спасибо, до свидания. Я Ольга Тюрина, я из Нарвы, из творческого объединения Вестервале. Я являюсь руководителем этого объединения. Вот, и здесь представлены 20 работ наших художников из Нарвы. С какого года эта работа? Это работа 2002 года. Это называется «Старая Нарва», и здесь еще есть колокольня, которая еще не была в этом году построена, в 2002. И... А планируется строить? Нет, она сейчас уже восстановлена. То Ясно. есть я даже не знала, что она будет восстановлена. Ну, как бы эта идея, это архитектурные зарисовки зданий, которых уже в Нарве нет. Ага. Вот, и я как бы решила в этой композиции изобразить. Вы интересуетесь историей? Где-то да, но мы все, кто живет в Нарве, интересуемся историей, потому что Нарвы как таковой старой нет, отдельные элементы. И, конечно, мы все этой темой так или иначе больны. И поэтому у многих появляются вот эти периодические темы. А сколько лет вы занимаетесь? Мне очень много лет, и я занимаюсь давно. Учились? Я закончила Московский текстильный институт и Таллинский университет заочно. Я хотела рассказать, что здесь, если рассмотреть, то есть элементы портретов. То есть я Элементы портретов и глаза там видно. Ну, то есть я замыслила, что это здания, они как люди, и они существуют. У каждого своя история. Своя история, да. И как бы головной убор — это как раз архитектурный такой вещь. Ну, очень. И эта работа дорога, что делаю ее довольно-таки так долго. И я рада, что именно она попала вот. А ваши работы выставлены где еще?
В Нарва были. Ну, периодически, да, выставки бывают в Нарве. Потом мы с группой выступали, путешествуем по Эстонии, в России, в Клайпеде. В России где вы бывали? В России. Своими работами. В Санкт-Петербурге, в Москве. Ага. Со своими именно, да? Вот в этих городах. Но вместе с друзьями, которые тоже в Нарва работают. Ну, там были персональные вот, в Санкт-Петербурге, Москве. Ну, еще с группой мы тоже в основном стараемся. Да. Ну, желаем вам здоровья, успехов в большое. вашей работе. Да, здесь выставлена моя работа «Ольга Жиркова. Вид на Тарту» 2019 года. Вы часто бываете в Тарту? Я бываю не так часто, но эта картина появилась таким образом, что у нас были курсы, и эти курсы проходили в здании Тартусской высшей художественной школы. И там из окна я увидела такой вид на тартусские домики. Тартусские домики с башенками. Мне этот вид очень понравился. Я там сделала несколько зарисовок, и когда уже приехала домой, тогда уже выполнила уже большую работу и уже добавила сюда вот такой вот натюрморт в таком стиле этническом. Очень эффектно выглядит. С какого года эта работа? Это работа 2019 года. Да. Здравствуйте, меня зовут Ирина Сотина. Я живу и работаю в Нарве, преподаю в художественной школе. Полный курс истории искусства, ну и, естественно, рисунок, живопись и композиция. И, естественно, занимаюсь творчеством. Сейчас мне особенно близка техника цветного карандаша, сложного цветного карандаша. И поэтому я работаю в этой технике. И работа, которую я здесь представила, она лишь часть диптиха. Он диптих. И диптих является точным повторением одной картины другой. Разница в тоне. Здесь силуэт женщины, покрытый большим платком. Случайно я увидела фотографию 1918 года, купеческая семья, и там жены сидели вот в таких платках больших, у них были только круглые лица и руки. Лица такие толстые, и рядом мужья, купцы с большими бородами. И мне так понравилась эта форма «Женщина-гора». И маленькое лицо. И у меня родилась идея создать такую этническую серию, в котором здесь платок темный, а фон светлый. У меня есть точно такая же. Фон темный, а платок светлый. Первое, где светлый платок, это свадьба, а где темный, это похороны. Это противовес. История жизни, да? Вроде бы один и тот же человек, но у одной венчальное кольцо на левой руке, а у другой, так как вдова, на правой руке. То есть, получается, она скорбит о муже, но здесь она в темном, и мне интересно ее прекрасное лицо, но лицо не главное. Главное здесь Фон. Фон. Среда. Среда. И лицо лишь только дополнение. Поэтому можно сказать, что она посвящена моей бабушке. У меня бабушка была очень такая интересная женщина, простая, крестьянка, но она была очень добрая, искренняя. И когда я летом отдыхала в деревне, я находила вот эти старинные платки у бабушки, которые еще принадлежали моим прабабушкам. Бабушка лекарь? Да, летом отдыхала, и она мне показывала. Находила старые платки, потом рупили, гладильные эти рупили, доски стиральные. Это было очень интересно. Этнография. Да. И деревни. И бабушка мне показывала свою фотографию, где она тоже в платке в таком сидела. И получилось, что, несмотря на то, что я посвятила эту работу купчихам, то моя память была связана с моей бабушкой. Поэтому я создала бабушкин портрет молодой, бабушкин портрет, когда она похоронила своего мужа, в образе таких вот красивых форм. Ну это знаменитость вашей семьи. Как имя бабушки? Смирнова Мария. Мой отец тоже художник, и моя дочь художник. Ой, поколение уже. Династия, да? Но все мы очень трепетно относимся к истории нашей семьи. Когда-то это была сложная история, и семья была известная, но когда революция была, вынуждены были поменять фамилию,
вынуждены были отказаться от старых фамилий, сжигались церковно-приходские книги, но вещи, которые хранятся в нашем доме, они до сих пор имеют связь с нашим прошлым. Этнография семьи. Да, поэтому вот мне очень приятно, что в этом музее именно эта картина находится, и она выставлена здесь. Она очень нашла здесь свое место. Да. Поэтому спасибо за внимание. Надеюсь, вы найдете отклик в этих моих работах. Но знаете, что есть такая же вторая. Все. Вторая, да? Да. Спасибо. Спасибо большое. Спасибо. Здоровья, успехов вам. Спасибо и вам тоже.